Друзья, сегодня выпуск будет посвящен общению многих предыдущих тем, связанных с жизнью татар в российском государстве вплоть до конца XVIII века. Алга. Период позднего средневековья и раннего нового времени в истории татарского народа был сложным и во многом переломным этапом в истории народов всего Волго-Уральского региона. Важное место во всех этих процессах Московского царства и Российской империи играло татаро-мусульманское население. За это время Россия прошла огромный путь от небольшого царства на окраинах Европы до мировой империи, чьи пределы включали земли на 3 континентах, простираясь от Варшавы на западе до Калифорнии на востоке. Россия стала не просто огромной державой, но весьма разнообразной по природно-географическим условиям и населенности территорий. Волго-Уральский регион в этих процессах играл важную роль перевалочного базового пункта для освоения и завоевания Сибири, а позднее и Дальнего Востока. Именно отсюда шли людские ресурсы, а также продукты для снабжения городов и крепостей Сибири. Зависимость Приуралья и Сибири от Казанского края была так велика, что во времена смуты Казань фактически являлась столицей всего востока России. Совершенно ясно, что без деятельной поддержки татарского, в первую очередь служилого сословия, завоевание и успешное освоение Сибири и Дальнего Востока было бы немыслимым. Но само сравнение, быстрое превращение Московии Сибирью в широком смысле слова, как земель к востоку от Волги, таило немало опасностей для развития страны. Завоевание Поволжья стало важнейшей отправной точкой, после которой страна неминуемо двинулась в сторону создания самодержавной власти, ущемления прав всех подданных, милитаризации, имперской идеологии и великорусского самосознания. Как ни удивительно, в результате завоеваний, а потом и многовекового освоения Сибири и Дальнего Востока, Россия оказалась откинутой далеко назад. Не Россия колонизировала Сибирь, а Сибирь поглотила Россию, и это потребовало огромных затрат людских и хозяйственных ресурсов. Произошел не прорыв к новым общественным отношениям и производствам, но консервация старых порядков. Расширение границ, колонизация обернулась подавлением всех слоев населения, оказавшихся под государственным ярмом. Отсутствие естественной модернизации – это та цена, которую российское общество заплатило за завоевание Поволжья, а потом и Сибири. Консервация эта была вызвана в первую очередь тем, что основой экономики страны оставалось экстенсивное натуральное хозяйство и вывоз за границу различных природных богатств. Только в XVIII веке стране с большим трудом удалось взять курс на модернизацию. В социально-экономическом плане для России эти 2 века стали временем постепенного ускорения хозяйственного развития. Еще в конце XVI-XVII веков это было довольно отсталое аграрное государство, боровшееся за выход к морям для успешной торговли своими природными ресурсами, пушниной, лесом, смолой, дегтем и так далее. Постепенно большую роль начинает играть вывоз продуктов зерна, рыбы, рыбного клея и тому подобного. В начале XVIII века страна встала на путь догоняющей модернизации, что выразилось в освоении богатых недр и развитии мануфактур. В первую очередь эти новшества коснулись отраслей, связанных с производством для армии и флота. Это добыча руды, выплавка меди и чугуна, металлургия, железа. Особой отраслью стали заготовки леса и различных материалов для нужд флота. Казанский край в этих процессах играл важную роль, участвуя в промышленном развитии страны. В Казани были созданы адмиралтейство, суконная мануфактура, а в различных районах происходила промышленная выплавка меди из медистых песчаников. Сельское хозяйство было довольно отсталым по агротехническим приемам и довольно традиционно. Урожайность росла довольно медленно. Эта проблема, которая особенно остро стояла у татарского населения Казанского края, сохранилась и в последующем веке, заставляя татар заниматься торговлей и отходническими промыслами, а также провоцируя переселение татар в Заволжье, Сибирь и даже за границы России. По мере расширения границ России до Средней Азии и Дальнего Востока все более крепнут связи с Китаем, вновь налаживается регулярная торговля чаем и шелком. В силу целого ряда обстоятельств именно татарское купечество
через Каргалинскую слободу близ Оренбурга становится главным торговым контрагентом в торговых операциях с Востоком. Вместе с тем следует сказать, что вплоть до середины XIX века оборот этой торговли не был достаточно высок и не приносил баснословных прибылей. Но и этого было достаточно, чтобы укрепить финансовое и внутриполитическое положение татарского купечества, которое все чаще стало заявлять свои права на руководство татарскими общинами. Главным итогом развития страны в XVI-XVIII веках стало то, что от страны монокультурной, мононациональной и православной она стала империей с разнообразным населением, исповедовавшим различные религии и верования, от протестантизма и католичества на Западе до буддизма и шаманизма на Востоке. В этот период все татарские государства были завоеваны, если учесть, что в конце XVIII века в результате 3 разделов Речи Посполитой к России отошли территории этого государства, населенные татарами, то можно сказать, что практически все группы татар были объединены в составе Российской империи. Все это имело целый ряд последствий, вызвавших существенные изменения как в расселении татар, так и в сословно-социальной структуре татаро-мусульманского общества. Отметим, что татаро-мусульманское население вернулось на те земли, которые были освоены ими еще в X веке, но с 15 по 16 пребывали в запустении в силу военно-политических причин. В первую очередь это территории Предволжья в южной части горной стороны, а также центрального и восточного Закамья. Постепенно, по мере ослабления военной опасности со стороны нагаев и калмыков, фактически вся территория Заволжья стала зоной активной колонизации, в которой участвовали татары как в качестве служилых людей на засечных линиях, так и в качестве земледельческого податного населения. Для самой России и ее правящей элиты взаимодействие с коренным татарским обществом стало первым и очень важным опытом подобного рода. Впервые в состав русского государства вошло не просто дисперсное иноязычное население, а крупная иноконфессиональная община, имеющая сложную социально-сословную структуру и монотеистическую религиозную систему со своим духовенством. Самым первым желанием стало стремление самым радикальным образом изменить существующее положение. Была сделана попытка полностью христианизировать и русифицировать татарское население и уничтожить служилое сословие. Но эти попытки потерпели полный крах, о чем мы говорили в прошлых выпусках. В XVII веке была сделана ставка на постепенную русификацию знати, лишение мусульманской аристократии зависимых людей и самих земель, а также передачу ясачного населения дворянам. Развивалось также церковное, дворцовое, помещичье, вотчинное хозяйство, которое также требовало пашенных и иных угодий. Лишь в Казанском уезде ко второй половине столетия число поместий русских служилых людей увеличилось в 2 раза. Свободных же земель в Среднем Поволжье уже почти не осталось. Поэтому крупные феодалы-землевладельцы стремились расширить свои владения за счет ясачников, интересы которых закон никоим образом не защищал. Иногда феодалы в открытую отбирали землю у общин ясачных крестьян, но нередко затевали земельные споры и выигрывали их. В XVII веке сбор постоянно растущего ясака часто сопровождался произволом местной администрации. Все это вызывало протест ясачников. Они писали жалобы, бросали свои деревни и в поисках лучшей доли бежали на восток, в малоосвоенные еще районы Приуралья и Сибири. Особенно широкий размах их бегства стало принимать в 80-х годах XVII века. Не случайно, что в 1688 году был издан указ о поиске беглых крестьян в городах приказа Казанского дворца. В положении служилых татар в середине и второй половине XVII века также происходили значительные изменения. Татары, поступившие на службу новой власти, находились под защитой закона и получали денежные или продуктовые жалования, а также поместья, земельное пожалование. Поместья служилых людей являлись условными земельными владениями, за которые ее владелец должен был служить государству. Они не могли быть проданы, обменены, переданы по наследству. В XVII веке казанские служилые татары принимали участие почти во всех походах войск российского государства. Часто они составляли 5-7% от всего состава конных воинов.
Кроме военной службы, значительная часть служилых татар была занята на административной и дипломатической работе. Многие из них, как и раньше, служили в различных учреждениях в качестве переводчиков, толмачей, писцов. Некоторые отправлялись с дипломатическими миссиями в разные страны, чаще всего в восточные. В 17 веке татарский язык был языком дипломатических отношений России с государствами Востока. Переписка русских царей с главами Ирана, Индии, стран Средней Азии почти исключительно велась на татарском языке. Привлекая на службу часть татар, правительство тем самым подчиняло их себе, делало своими сторонниками, разъединяло и ослабляло татарское общество. Кроме того, появлялась дополнительная возможность для подавления народных движений, которыми был столь богат бунтажный век. Служилые татары мало-помалу теряли свои земельные владения и беднели. Разумеется, среди них оставались богатые землевладельцы, но это уже были единицы. К началу XVIII века служилое сословие у татар почти полностью распалось, то есть перестало представлять из себя единое сословие с общими интересами. По мере формирования в России абсолютной монархии, укрепления государства, расширения ее границ в восточном направлении, уменьшалась необходимость в постоянном привлечении в военной службе служилых татар. Сословие служилых татар на протяжении XVIII века пережило значительную трансформацию. В условиях, когда правительство, которое хотя и строго запрещало служилым татарам распоряжаться землей, не препятствовало мельчанию служилого землевладения, часть служилых татар полностью оторвалась от земли, начинала заниматься торговлей, стала священнослужителями и превратилась в земледельцев-ясачников. Многие из них по-прежнему могли называться и мурзами, и князьями, представителями высшего сословия, но по своему экономическому положению являлись простыми землепашцами. В народе таких обнищавших служилых людей начали называть чабаталы-мурзалар, мурзы-лапотники. Более того, в первой четверти XVIII века служилые татары фактически были уравнены с ясачными. Разница между ясачными и служилыми татарами постепенно исчезла, поскольку служилые татары были также приписаны к адмиралтейским работам. Это дало мощный импульс для активных внутриэтнических коммуникаций. В результате на основе сословия, каким являлись служилые татары, и мусульманской общности, единой культуры и самосознания, появляются первые ростки татарской нации. Одновременно шло наступление на ислам и мусульманские институты. С одной стороны, применялись прямые методы христианизации мусульманского населения после, например, передачи земель ясачных христиан во владение монастырю или помещику. С другой, использовались методы экономического воздействия. По указу от 1628 года царя Михаила Федоровича некрещенным людям запрещалось не только иметь русских крепостных крестьян, но даже и слуг из христиан. Поместья оставляли только тем татарам, которые принимали крещение. А вот что гласила статья 24 главы 22 Соборного уложения. Будет кого бусурман, то есть мусульманин, какими-нибудь мерами насильством или обманом русского человека к своей бусурманской вере принудит и по своей бусурманской вере обрежет, а сыщется про то да пряма, и того бусурмана по сыску казнить, сжечь огнем безо всякого милосердия. В 1653 году лишь русские землевладельцы и новокрещенные получили право продажи своих поместий. Через год было установлено, что земли некрещенного землевладельца после его смерти передаются по наследству только его крещенным родственникам, независимо от степени родства. Два ущемляющих интересы иноверцев указа появились в 1681 году. По одному из них у некрещенных татар-землевладельцев отбирались земли, на которых проживали крещенные люди. По другому указу, принявший крещение иноверец получал в качестве вознаграждения земли, отобранные у его родственников, остававшихся мусульманами. Такие новокрещенные в течение 6 лет могли не платить подати, кроме того им полагалось денежное вознаграждение. Служилые новокрещенные получили права, которых не имели даже самые знатные и богатые служилые татары, сохранившие веру. Новокрещенные были уравнены в правах с русскими дворянами как землевладельцы, могли использовать труд русских
крепостных крестьян. Определенная часть новокрещен утратила и свой язык, постепенно вливалась в состав русского дворянства. Не случайно поэтому, что многие из самых известных русских фамилий имеют татарское происхождение. Среди них, например, Апраксины, Аксаковы, Аракчеевы, Бибиковы, Карамзины, Молоствовы, Нарышкины, Сабуровы, Тимирязевы, Тургеневы и другие. В этих условиях мусульманские общины испытывали постоянный социальный гнет и религиозное давление, не имея возможности сбросить власть завоевателей. При этом убеждение в своей принадлежности к мусульманскому миру у татар с самого начала переплеталось с формирующимся осознанием этнической общности в рамках определенных географических границ. В России мусульмане были оторваны на долгие столетия от основной массы мусульманских стран и находились в прямом смысле во враждебном окружении на собственной земле, что не могло не сказаться на том, что этническая идентичность крепко сплелась в общественном сознании татар с религиозной. Но политика властей постоянно провоцировала мусульман к действию. В 17-18 веках татары прибегали ко всевозможным формам противодействия, от пассивного неприятия и бегства в Приурале до активного вооруженного сопротивления и обращения за помощью к другим государствам. В 1682 году казанские татары направляли делегацию к турецкому хану Мехмету IV с просьбой оказать им помощь освободить из-под власти русского царя, который притесняет их как мусульман. Правда, результата от этой акции не было. Внешнеполитические события не способствовали борьбе татар за свои права. Мусульманам приходилось надеяться только на себя. Все это делало татарское и шире мусульманское население потенциально нелояльным и периодически готовым поддержать любой протест против политики властей. Социальный и национально-религиозный протест населения часто выражался в самых крайних и активных формах. Наиболее сильно он проявил себя в событиях смуты и 70-х годах 17 века, а также в 30-60-х годах 18 века, когда татары-мусульмане поддерживали практически все крупные вооруженные выступления. Дело доходило до того, что крупные выступления казаков, татар и башкир, а также горнозаводских рабочих и крестьян создавали царской власти серьезные трудности и заставляли напрягать все силы в борьбе с восставшими массами. Все это заставляло императорскую власть в лице императрицы Екатерины II отказаться от политики прямой русификации и христианизации и перейти к более гибкому взаимодействию с мусульманскими общинами, включив их в административную и политическую систему империи. Эти действия открыли путь к интеграции татар-мусульман в российское политическое пространство. От политики взаимной лояльности выиграла татарская элита в лице купечества. В значительной мере оно выросло из среды служилого сословия, лишенного сословных привилегий в начале XVIII века. Они, с одной стороны, строго держались мусульманских традиций, а с другой стремились защитить свои новые права, интегрируясь в российскую политическую систему. В конце XVIII века царское правительство достигло с татарской общиной определенного консенсуса интересов. Это не было лишь доброй волей и проявлением благоразумия просвещенных властей. Во многом это было сделано вопреки истинным намерениям правительства и благодаря неустанной борьбе татар за свои национальные и религиозные права. Но хотя пик репрессий против ислама и татарской культуры прошел, в целом татары довольно настороженно относились ко всем действиям властей в отношении мусульман. Страшный опыт предыдущего столетия приучил их к недоверию. Надо сказать, что они были правы. Изменившись по форме, царская политика, подавление национально-религиозных традиций татарского народа продолжалась и в дальнейшем. Оценивая эпоху от покорения Казани до середины XIX века, в целом следует сказать, что это был период жесткой колонизации татар, и его можно охарактеризовать именно как одну из самых мрачных и трагических страниц в истории народов. Достойно удивления, что пройдя через такие тяжелые испытания, татарский народ сумел сохранить духовные силы и творческий потенциал для последующего национального подъема и возрождения. Осознание общности интересов и память об общем прошлом, которые не стерлись из народного сознания, стали основой для формирования в следующем веке татарской нации. Друзья,
Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ставьте комментарии под этим видео. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булгас. И до новых встреч, пока.